Один из старейших городов республики – Бирск. Его основали в 1663 году. Исторически Бирск развивался как торговый и культурный центр северо-восточной Башкирии. Здесь 25 памятников архитектуры, часть из них находится в центре города, на Октябрьской площади. В 2019 году проект преображения Октябрьской площади Бирска и прилегающего сквера имени Ленина победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Глава Башкортостана Ради Хабиров следил за этапами благоустройства, и вот наступило время оценить результат. Тем более и повод хороший – праздник Медовый Спас и спортивный полумарафон «Дикий мед». Здравствуйте. Хороший свой мед, да, у вас? Берут народ, да? А вы бирские, да, получается, сами? Ну, удобно вот здесь вам продавать? Да, хорошо. Спасибо, да. Ну, это у вас натурально, да? Все натурально, у нас 100% гарантия. Спасибо. Спасибо. Доброго здоровья. Ну, площадь совсем уж другая стала, да? Мы стараемся, клумбы какие сажаем. А что огорожено вот это здесь? Огорожено, потому что под газоном ходим, мы вырабатываем сейчас культуру, чтобы не ходили. Очень сложно. Мы весной столкнулись с проблемой, полностью было затоплено, понимаете? Поэтому приняли вот такие меры, чтобы огораживать, чтобы люди постепенно научились. Ну, вот такой вот. Большинство, кстати, горожан, оно за то, чтобы не ходить по газону. Ну, вот есть такие. Это... Здравствуйте, здравствуйте. Какие планы вообще дальше? Что еще ты хочешь здесь для города сделать? Вниз дорогу, пешеходное пространство и дальше переходить к набережной. Набережную надо делать, потому что подводный мост интересен по-своему. Туристы приезжают. И если там сделать вот красивую набережную, там будет здорово. Дайте больше шума! На главной сцене «Дикий мед» бирского полумарафона глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Ваши аплодисменты! Привет, Бирск. Привет. С большим удовольствием сегодня приехал к вам в гости, потому что все-таки я вижу, как город расцветает, и я действительно верю, и мы вкладывали сюда нашу душу, нашу энергию, что Бирск был, есть и будет одним из самых красивых городов нашей республики. И обещаю вам, что мы вместе с главой еще и дальше будем делать вот такие же красивые места, как ваши площади, улучшать ваши дома, дороги и так далее. Я вот пришел вам это сказать. Я вас всех очень приветствую. Мы очень любим, на самом деле, Бирск. Здесь живут замечательные, очень простые, очень добрые люди. Я желаю вам успехов, добра, мира, благополучия. И еще раз говорю, что республика будет всегда вам помогать. С праздником вас! Спасибо, Ради Фаритович. Спасибо огромное. У нас есть кричалка волонтеров. Быть волонтером каково? Пальцах и чимво. Можно? Быть волонтером каково? Во! И ожидаем на сцене дипломов, собственно, дипломов. Спасибо, ребята. Пробежались. Как живется в городе? Все хорошо. Все нормально. Да? Площадь нравится? Очень нравится. Спасибо большое. Еще будем что-то делать. Вы, главное, радуйтесь. Будем помогать, ребят. Будем помогать. Большое за поддержку. Глава старается, работает? Да, конечно. Можно с вами? Я счастливая. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Я хотел... Сейчас. Я в гости пришел, поэтому я не спешу никуда. Как во сне прям. Аленочка идет. Спасибо. Хотел познакомить. Я чемпион. Выиграл сегодня 10 километров. За 32 минуты пробежал. Победитель многочисленных марафонов. Мы в Бирске будем традиционные теперь делать, да? Надо традиционные делать. Специально приглашенный Юрий к нам приехал. Да. Тогда на следующий год делайте традиционные. Ради Фаритович. Рахмат Сизге, можно приобнять? Как ваш ребенок? Рахмат Сизге Азуритов, вы молодец. Спасибо.
спортивные секции здесь какие есть? Здесь есть стрельба из лука очень хорошая. Ну а что сейчас? Здесь гиревой спорт есть. Борьба, Борьба, гировой спорт есть, допустим. гимнастика есть? Гимнастика есть, да. Биатлон нет, нет, конечно. Но лыжные гонки есть? Ну, лыжные есть, конечно, да. 2 лыжные базы у нас А есть. вот волейбол, футбол, вот такие секции есть? Футбол есть, футбол есть. Футбол есть, волейбол не так развит, но футбол есть, особенно с детьми мы занимаемся. А хоккейная команда есть? Хоккейный нет. Тут и Ну, играют, а коробки-то ну, есть? коробки есть так, немножко, но не развиты. Надо планировать на 24-й где-то год ледовые туре ставить. У нас проект есть. А, уже проект У нас есть? проект есть, да. Тогда можно раньше даже Мы можем раньше, у нас есть Да, проект хорошо. где-то порядка 250 миллионов. Просим вас занять. Братьев Речетович. Айда, герой. Он же бегал? Нет? Почти. Второе место. Сахипова Эльмира. Здесь очень известная именно школа. Вот это ты не рассказывай, вот это что-то. Это получается дом купца Черкова, а сейчас это факультет иностранных языков Башкирского государственного университета. Они сами делали, за свой счет сделали, ну вот. Ну, а там аудитория. Да. Здание старое, здание. Классно получилось, да? Рябины, да, садят? Так, это рябина, да? Ну это по проекту. Вот. Это по проекту. Елки оставили, да. Слушай, площадь сразу стала Очень больше. стало шире. Да. Там покрасили все, что белое стало. Из 3 очень. А вот это вот что вот, Это старая брусчатка, которая была раньше. она какого года? Это Ради Фаридович, я думаю, это 19 век. Это вот мы с Ольгой Владимировной откопали. Это ее идея, она. Вот. И мы решили вот по проекту так сделать, чтобы люди видели, как это было ну раньше. да, Культурный слой. Да. конечно. Такая же брусчатка есть на улице Ленина. И вот сейчас мы где будем делать уже капитальный ремонт, там тоже такая брусчатка внизу будет. Ну, она там есть, ну, понятно, что мы там будем обновлять. А здесь просто кусочек оставили, чтобы люди... А так здесь, получается, садятся, вот они, да, подсветки есть. Да? Я было ужасно. Здесь зимой я законченный вид не видел. Вот я сейчас схожу, любуюсь. Она огромная стала площадь, прямо огромная большая площадь. А вот это вот голубое, что это такое? Это казначейство. А левее салатный. Это казначейство. Здесь предприниматель взял, и вот это тоже предприниматель взял, полностью за свои деньги сделал. Это вот А что там внутри? коворкинг-центр. Вот Масалев, предприниматели Масалев, вот они полностью вот это здание, достаточно, ну, хорошо. А ресторан или кафешка есть? Ресторан и кафешка вот по дороге. Я так понимаю, да? Здравствуйте. Я рад видеть вас в нашем городе. Вы на моей выставке танков были. Да, это вот вы. А сейчас я здесь веду кружок юных архитекторов. А сами вы местные, да? Сам я местный. Вот мы делали с детьми Шоковскую башню, вот делали Гарский мост, пирамиды Гиза. А вот этот вот мальчик сделал сам вот этот автобус от начала до конца. Наш автобус похожий, наш не ФАС. Да. И вот вместе с ним мы сделали вот этот американский пароход. Он на таком служил лоцманом Марк Твен. А вообще дети идут, Бумаги, нет? да, или картон? Да, это из бумаги. Дети идут, дети идут. Дети идут, но нужна реклама, нужна... Вот надо помогать таким людям. Вот, Молодцы. Гастовка, красавчики. Спасибо за 5 километров, женщины. Качели, обратили внимание, раньше на той стороне. Видели, как качается цепочка? И прям сидят бабули там. Здравствуйте. Вы местные? Местные, да? Ну вот на площади получше стало? Конечно. А ярмарки регулярные? Вообще город изменился к лучшему. Мы хотим что сделать? Вот мы из вашего Бирска, чтобы вы рассказали, мы хотим сделать туристический центр. Очень. Мы будем очень счастливы. Да, тогда ваших и туристов будет больше, и экономика у вас будет. Наша вот сейчас задача с главой, я ему сказал, надо пробить белый, чтобы до белой спускались, вот, то есть и там мы забьем. Ну, вот Я вам благодарна. я на самом деле приехал за вас порадоваться. Я вот зимой приезжал, еще когда-то, но вот в законченном виде площадь не видел. Хорошая площадь получилась. Фотографироваться долго, я понимаю. Спасибо. Будьте Вам здоровы. спасибо. Спасибо. Так, идем дальше. Здравствуйте.
Здравствуйте. А это тоже? Вы моему сыну Абсолютно. А, вот. Да, он вас. Да. Это вот ваше хозяйство, да? Райфельевич, они сейчас шикарную мебель начали делать. А садовая мебель, да? Классная вообще. Вот. А из чего она делается? Из... Это металл и дерево. А, металл дерево, да. Дерево покрываем датским маслом, лиственница, вот, тоже очень качественно. Достойно, вот прям достойно. Надо почаще ярмарки организовывать. И сделать какие-то особые ярмарки, там, дотянуть его до федерального уровня, и чтобы сюда приезжали. А чем больше приезжает, У вас пчелка самая красивая. А, вы представитель, да? А это, Иван-чай. Да. Собирают здесь, наверное, да? Да, мы сами Данил Бухман, Да. Я пью его. Спасибо. Первый. Куда разберешь, пока сюда наши приветствия. Здравствуйте. А это мыло, да, такое? Сами варите, да? Местные? Да. Ну, берут, Мне 33 года, я, получается, конечно, немножко завидую этой заработать. тётке. Ярмарки вот здесь нормально, сейчас получше стало. Ну да, лучше, конечно. Лучше. И народа, наверное, чуть побольше приходит, да? Я вот хочу, чтобы место для ярмарок у вас здесь было. Надо, может, какие-то крытые еще сделать там чуть подальше. Райфельевич, она же исторически была ярмарочная площадь. Да, поэтому, может быть, здесь маленькие такие вот сделать под крышей, чтобы они не на солнце стояли. Ну, мы вот думали насчет палаток единообразных, чтобы красивые были. Вот. Больших заводов мы вам не планируем построить, но вот немножко помочь бизнесом заниматься хотим. Очень приятно. Так что, спасибо. Этого маленького. Спасибо. Это мыло, наверное, да? Спасибо. Спасибо. Вот это подарки делал такие, оленята. Раньше фабрика художественная работала, фабрика художественных изделий. В Бирске? Да, вот мы двое резчиков остались по дереву. А сейчас просто на себя работаете? Да, а сейчас не заработка нет, ладом ничего стало, все поэтому. Вот, поэтому. Плохо это, вот поэтому я и говорю, потеряли столько всего. Да. Потеряли, вот пытаемся немножко восстанавливать. Это вот ваш глава должен для вас условия создавать. Вот пельмени у вас хорошо здесь делают, Да, ты сам был. да. Значит, поделок много, мед здесь травы собирают, чаи вот эти. Сейчас задача немножко город прочесать. Вот начали с Порядок площади, навести. надо навести. И сейчас пойдем вот по всем дворам, потихонечку вот так пойдем. Ладно, спасибо, будьте здоровы. Один из самых недоступных вообще гостей нашего праздника. Можно с брату сфоткаться? Так, я думал, у меня двоится. Я загадываю что-то, Антон да? Владимирович, пока глава фотографируется, скажите, а что за марафон у вас? Бирский полумарафон «Дикий мед». Кто участвует? Участвуют 67 городов, в том числе и Беларуси, насколько я знаю. А есть какие-то условия, возрастной ценз? Справка от медика. И все? Да. Так может любой желающий. Да, если проходите по здоровью, конечно. Уже состоялся забег? Состоялось 3 забега. 10 километров, 21 километров и 1663 метра. Это в честь того, сколько в каком году был построен, был начат Бирск, так скажем. Интересно. Ну а формы у вас такие интересные футболки? Да, но мы решили, что это здорово, это нас объединяет, это действительно определенный бренд, под которым мы сегодня бегали. Спасибо. Вас ждет глава. Рафич, а помните, вы были здесь зимой, вы давали поручение, чтобы сохранили памятник Ленину и елочки? Нет, памятник нельзя трогать, это, я так вижу, подрихтовали. Да, все сохранили. Мы его полностью А там что это будет? Вот что-то Там дальше будет асфальтированная площадка типа парков. А это тоже старый Это храм, да, это храм. А вот это вот, вот же просветительский, да, вот центр? Нет, Райфельевич, просветительский центр. А, вот он, да. Да, это управление образованием, тоже старинный. Да. Привет. Там дальше парковка, эту улицу полностью закончили, вот, но здесь все тоже, здесь тоже вот клумбы полностью, ну это уже... А это информационная доска или что это? Да, для информации. Такой? Современный? Ну, современный, и нравится, и взрослые, кстати, и взрослые катаются вот по этой трубе, тоже залезают. Ну, 18-летние есть. Здравствуйте. Давайте. Как вам? Спасибо большое. Получше здесь стало. Нравится? Мы с Уфы сами приехали. Вы погуляли? Александр Геннадьевич, а вы в марафоне бежали? Я бежал Сколько? 21 километр, Да ладно. да, Ничего себе. час 50. И так еще упругенько идете с нами. Упругенько иду, да. Силы не Ну, иссякли? спорт, мы же спортивный регион.
Башкортостан, спортивный глава да. А я администрации. спортивный глава администрации, да. Уже сотрудники бегут в нашей администрации. Как Мы минимум, встретили знакомых как минимум несколько. 5, да. Поэтому главы начали бегать. На следующий год и мы задумаемся. Вот, Елена Анатольевна. Спасибо. Да. Это белая вот это? Да. Вот она прямо идет до реки. То есть... А вот где мы бегали, круг, там же уже сделано прям с выходом. Вот где мы там заплатили. Соколок вы имеете в виду? Соколок. тоже. Ты ливневку делаешь, да? Полностью, да. Вот она прям до конца идет. А деньги оплаты уже все есть? Да, заложено? да. То есть здесь вот будет нормальный бордюр, Все, дорога, размеченная. То есть вот сюда она и выезжает вот до реки. До реки. У тебя что? Она упирается в понтонный мост. И мы хотелось бы там сделать набережную, но это уже следующие года. Да, вот надо делать набережную. Да, вот мы об этом. То есть мы полностью, вот в этом году мы делаем асфальтовое покрытие полностью до конца, да. Следующий год у нас получается тротуары, бордюры, то есть пешеходные зоны. Ну, вокруг слева. Да, вокруг слева и справа, потому что, слишком много, за один год мы решили, не получается по финансированию, поэтому мы вот на 2 года нам есть чем заняться здесь. А набережная это уже, наверное, на 3-й год будет. Там далековато, но там уже сделан кусок, прям выходящий очень красиво. Мы там бежали. Но нет, надо же площадь соединять. Люди будут с площади. Раис Фаридович, там улица Интернациональная, это как раз до парка Соколка идет. То есть по проекту мы делаем улицу Интернациональную, и с этого пространства по новой территории уже облагороженно попадаем в другой отремонтированный парк. В этом году там часть парка делается, на следующий год вторая часть парка делается. Тоже разбили на 2 этапа, потому что... А отсюда нельзя сделать вот снова тоже тропу, нормальную дорогу, все вокруг облагородить до храма пешком. Можем впоследствии, Вот мы закончим Ленина, закончим Интернациональный Соколок, и потом перейдем к этому. То есть, если поэтапно разбивать, вот так можем, конечно. К этому, скорее всего, и выйдет, это будет правильно, да? То есть вот эта улица Ленина, мы ее доделаем, а потом мы ее введем к храму, допустим. Надо туристические потоки увязывать, чтобы человек сюда приехал. Вот я, например, в Сибирь приехал, я знаю площадь, храм, набережная. Сам центр, он очень интересен, то есть каждое здание имеет свою историю. Мы сейчас организовали пешие экскурсии, и мы сейчас объявили конкурс экскурсий. Фонтан был когда-нибудь здорово? Нет. Вот это первый, да? Нет, это... У нас были фонтаны старого образца, знаете, это... А он подсвечивается ночью? Он и подсвечивается, он и поет. Все, там колонки стоят, то есть... Все там. Раз в неделю мы его обслуживаем, чистим. Он начинает работу утром, заканчивает вечером. Вечером, конечно, подсветка, красиво. Оптимальный размер мы здесь выбрали. Детям, конечно. Да. На велосипедах на нем ездят. То есть, сидят люди, смотрят. Родители сидят, смотрят. Раис Фаридович, площадь Бирска, ее теперь действительно не узнать. 3-й раз вы здесь? О, нет, Бирск я уже много раз, 3-й или 4-й раз, да. Но я же не только на площадь, тут у нас есть... Бирск это не только площадь, да. Дороги смотрели, переправы смотрели, предприятия были. Вы же по благоустройству, можно сказать, уже эксперт. Я без лукавства говорю, потому что это ваше направление. Я не эксперт, я просто... требовательный человек, чтобы, если делаете, если мы платим деньги, делайте качественно. И чтобы проект был. Здесь проект очень хороший, очень такой творческий. Качественно сделали. Я для себя эту страницу уже закрыл. Мы с главой сегодня обсуждаем, теперь что дальше. Как соединять центральную площадь с храмом, другими? да. И надо делать набережную. Надо замахиваться уже на набережную и потихонечку двигаться туда. Праздника! Спасибо. Давайте познакомимся. Меня Татьяна Лешина зовут. Я местный предприниматель. Занимаюсь производством и продажей ювелирных украшений уже больше 25 лет. К сегодняшнему событию мы прям сделали вот такие вот брелочки. А вот это что такое? Да, это герб нашего района. Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Герб Бирского района получается. А это эмаль, да? Эмаль, это латунь. На эмалик? Да. Мы и в серебре делаем, и в золоте. Да, очень красивый герб. И красиво у вас получается. Берут вообще, нет? Да, конечно. Мы 25 лет работаем, у нас есть свои покупатели. Вот здесь, наверное, такое хорошее место для продажи, да?
Ну, мы не только здесь продаем, мы через интернет хорошо продаем. Да. Хорошо идет? Да, мы сейчас как экспортоориентированное предприятие, мы тоже хотим на экспорт с помощью поддержки. Через какие соцсети? Интернет, наверное. Нет, ТикТок или Инстаграм и ВК у нас развиты больше, да. Вот, А мастерская у вас здесь у без... нас, знаете, не мастерская, у нас производство полного цикла практически. Мы все можем делать, можем много делать, массово выпускать. Предприятие семейное, вот семья моя тоже здесь стоит, муж, мои мальчишки, дети, да, тоже. Экскурсии на производство проводим с целью, знаете, популяризации как бы и профориентации вот профессии ювелира, потому что выучить на ювелира здесь пока негде, мы сами обучаем. А вот моя задача сделать, чтобы Бирск стал туристическим городом. Да, вот смотрите, вот мы через такие сувениры полезные знакомим вот с достопримечательностями. Я понимаю. Вот поэтому вообще Бирск, он такой, у него своя изюминка. Вот я хочу, чтобы вот мы к вам туристов сюда будем подгонять. Здорово, спасибо большое. Ну что, как же? Да, ну теперь, Ваша, да? Можно? Довольны, да, мы сегодня уже разговаривали. Люди довольны, самое главное. Да. Ну, это вот ваш маленький бизнес, да, здесь получается? Ой, семейный бизнес, это не мой личный бизнес. Я тут как бы тоже наемный работник. Ну вот сейчас вот лучше стало? Лучше стало. А в любом случае, это хочу сказать, что это результат обратной связи с руководством республики. Если бы не было этой обратной связи, это было бы невозможно. Помните, разрубка какая здесь была? Да, я помню. И спасибо, что вы тогда к нам прислушались. Я понимаю, это очень сложный был вопрос убедить людей. Антон Владимирович, спасибо. Там же на время получается, что люди отказались от своей собственности. Я все понимаю. Я все понимаю. И построили заново. У Антона Владимировича в этом плане был очень маленький срок. И, в принципе, я вот на его месте даже не представляю, как за этот срок можно было все это сделать, организовать. А так вот, смотрите, это все на пользу вам, потому что, я говорю, вот мы ищем, чтобы люди зарабатывали. Вот Бирск, одна из изюминок, это туризм. А турист и будет. Зашел, кто-то зажигалку, кто-то батарейки, кто-то открытки купил. И пошло-поехало потихонечку. По поводу туризма, есть такой национальный вид спорта, триатлон, стрельба из лука на лыжах. У нас здесь бирская команда соревнуется с московской командой за первое место постоянно. Хотелось бы какой-нибудь кубок Башкирии учредить и проводить его здесь, в городе Бирск. Думайте. Носите. Вид-то интересный. То есть это биатлон с ружьем, а ты с луком. А еще есть команда? Прикольно вообще. В Московской области есть. А у нас? Спасибо. До свидания. Тут даже ювелирка появилась. Вот они сделали здесь мастер тоже. Здесь, ну, просто вот были, в Шанхае был. Просто поверили, вот все это, да? У вас один из инвест-часов был, Раид Фаридович, я помню, вот эти рассматривали прилегающие территории, фасады. Вот такие этапы сейчас Уфа должна пройти, потому что в Уфе тоже много Шанхаев всевозможных. На автобусных остановках это все тоже надо все приводить в порядок и создавать нормальные условия для бизнеса. Здравствуйте.